Сахамебель является одним из старейших промышленных предприятий Якутии. Созданное в 30-е годы 20-го столетия, оно имеет богатую и интересную биографию. В ней нашли отражение все крупные события прошлого века, годы становления артели, Великая Отечественная война, созидательное послевоенное время, период экономического спада промышленности России, рыночные отношения. Но главное, что оставалось основой, опорой предприятия все годы, это трудовые кадры, человеческий фактор. Люди с умелыми золотыми руками ценились всегда. И здесь их было много. С теплотой вспоминают сегодня работники Сахамебель, ветеранов производства. Династию Григорьевых, их общий трудовой стаж составляет более 100 лет, династию Харуновых, общий трудовой стаж 82 года и многих других. Пришел пацаном. Красный строитель был раньше. Делали для фронта бочки. Раньше было и как сейчас. Тут даже сравнивать нечего. Тут новые сейчас все люди, и дела идут у них, наверное, хорошо. В мебельной фабрике в династии Григорьевых была. Работал брат, сейчас он умер. Работала его жена в механическом цехе, и он тоже в механическом цехе работал. Работал сын шофером здесь уже на мебельной фабрике. Вот это где-то больше 100 лет мы наработали. Мен каламын үлели хиджабын. Братым пенсия олара ыңырдактарына таккар. Братым кергене мякка мебелге ме үлели хиджар. Эми ыңырдактарына таккар, ме пенсия так бар быта. 64 сыллах остоларына үлелән ишпетим. 4 сыл үлелә бетим остоларына. Онтан механический цехка станочнигынан үлелә бетим. 3 сыл. Онтан слесарынан үлелән бар бетим. Одним из ветеранов предприятия, чей вклад особенно дорог, является Владимир Гаврилевич Павлов. Он был руководителем нового времени. Думая о перспективе развития предприятия, он никогда не забывал о главном, о людях, с которыми работал. С 1999 года Сахамебель получает статус государственного унитарного предприятия имени Владимира Павлова. Руководит производством с этого момента Петр Прокопьевич Афанасьев. В сегодняшний день в нашем предприятии работает 150 человек. Но мы, конечно, не стоим на месте, да? Люди обучаются и проходят здесь практику. Это просто требование времени. У нас итальянское оборудование, которое управляется компьютером и так далее. И просто необходимо дальше обучаться и иметь инженерное образование. Конечно, мы стараемся создать условия для наших работников. Таким образом, практически каждый год строим благоустроенные квартиры. Вот в этом году должны сдать 20-квартирный дом, а следующий год планируем сдать 30-квартирный жилой дом. Вот этим только и не ограничиваемся. Медицинское обслуживание у нас проходит все, бесплатное питание. Так что социальная поддержка наших работников со стороны руководства, как можем, так и стараемся помочь. Если говорить о будущем, то мы собираемся увеличить выпуск продукции до 50 миллионов рублей в год, а также выйти на внешний рынок именно поставкой мебельных шитов. И кое-какие пока договоренности есть у нас. Я ездил в Германию, и вот собираемся, как я выше сказал, в международной выставке в октябре в Санкт-Петербурге. И надеемся, что получим кое-какие заказы за границей.
Последние 5 лет Сахамебель переживала довольно сложные времена. Рыночные отношения диктовали свои условия, и предприятие несло убытки. Под руководством молодого руководителя в Сахамебель началась реконструкция и модернизация производства. На сегодня цеха государственного унитарного предприятия полностью оснащены необходимым оборудованием крупнейших зарубежных фирм. Цех итальянской сборки мебели позволил поднять качество производимой продукции до уровня мировых стандартов. Персонал, работающий на новом оборудовании, прошел стажировку на известных итальянских фирмах по производству корпусной мебели. Также можно отметить высокий уровень мастеров-дизайнеров, выполняющих эскизы производимой продукции. Мастерство специалистов заключается в умении сочетать национальный колорит с современными тенденциями в интерьере. Единственное, что огорчает производителей мебели, это то, что закуп сырья для производства на 90% проходит за пределами республики. Ввиду дороговизны местного материала, Сахамебель вынуждена ввозить его из других регионов России. Тем не менее, на сегодняшний день реализовано готовой продукции на сумму 800 миллионов рублей. В последние годы необычайно возрос спрос на мебель из натуральной древесины, экологически чистой, а значит безопасной для здоровья. Изготовляются из натуральной древесины кухонный гарнитур «Лена», набор для спальни «Заря», обеденная зона в национальном стиле, набор для детской комнаты, а также шкафы трехдверные, буфеты, комоды. Сахамебель имеет огромный опыт в проектировании и изготовлении мягкой мебели. На сегодня предприятие предлагает населению мебель самого разнообразного дизайна, любой конфигурации и размеров. Продукция государственного унитарного предприятия «Сахамебель» реализуется через сеть фирменных магазинов «Толба». За большие достижения в области производства предприятие было награждено дипломом, получило премию «Ника», участника республиканской выставки ярмарки местных товаропроизводителей «Товары Якутии-99» и многими другими почетными грамотами. Но, пожалуй, главными ценителями качества якутской мебели являются жители нашей республики. Мебель из натуральных материалов все чаще можно встретить в домах якутян. Увеличивается количество индивидуальных заказов от населения, повышается качество продукции, растет популярность местного товаропроизводителя.